Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны, установленный указом президента Российской Федерации от 30 апреля 1999 года. История пожарной охраны России начинается с наказа о градском благочинии, принятого 30 апреля 1649 года. В преддверии профессионального праздника гость в нашей студии Руслан Босиков, начальник Государственной противопожарной службы республики. Руслан Захарович, здравствуйте. Здравствуйте. А вот какая история появления службы противопожарной именно у нас в республике? Дело по указу Якутской ратуши на содержание пожарного оборудования и пожарной машины на 2018 год. Этот документ является одним из первых в истории пожарной охраны Якутии. Дело было начато 29 декабря 1817 года. И отсюда берет начало история пожарной охраны Якутии. Если взять историю создания нашего государственного бюджетного учреждения, в 2009 году были изменения федерального законодательства. Согласно этого постановлением правительства 605 создано государственное бюджетное учреждение Государственная противопожарная служба Республики Саха-Якутия. Что из себя представляет сегодня государственная противопожарная служба? Какие основные задачи она выполняет? Хотелось бы отметить, на сегодняшний день государственная противопожарная служба – это один из самых мощных, боеспособных подразделений в системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день в противопожарной службе работает 2716 человек. В населенных пунктах создано 153 пожарных частей, которые прикрывают 232 населенных пункта. Ежесуточно на боевом дежурстве выступает 490 человек личного состава и 300 единиц пожарной техники. Основной задачей пожарной охраны является это организация и проведение профилактических мероприятий, спасение людей и имущества при пожарах, организация и тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, а также оказание первой доврачебной помощи. Скажите, а вот какие итоги уже есть по прошествии первого квартала 2023 года? По первому кварталу у нас по всем показателям идет снижение. За первый квартал на территории республики зарегистрировано 416 пожаров. При пожарах погибло 14 человек и травмировано 11 человек. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, снижение по пожарам 8,8%, по гибели людей 44% и по травмированным 45%. Понятное дело, чтобы не допустить пожара или возгорания, надо проводить профилактические мероприятия. Вот какие профилактические мероприятия как раз-таки проводятся? Профилактические мероприятия у нас организованы согласно нашего утвержденного плана. Мы ежегодно, будем говорить, ежедневно проводим инструктажи с населением, рейдовые мероприятия, обучение по мерам пожарной безопасности, а также в школах проводим уроки, открытые уроки, также проводим рейдовые мероприятия совместно с органами местного самоуправления, правоохранительными органами. Вот так. Были ли, возможно, какие-то изменения в области пожарной безопасности в текущем году приняты? С 1 марта вступили в силу изменения правил противопожарного режима в Российской Федерации, где основным из пунктов прописано, что в жилых комнатах, квартир и домов должны быть установлены автономные дымовые пожарные извещатели, и они должны быть в исправном состоянии. Это для категории населения, это многодетные семьи, социально незащищенные категории семей.
Был также принят и указ о том, что теперь нельзя в квартирах зажигать бенгальские свечи, пользоваться хлопушками. Или я Ну, ошибаюсь? это, да, это, ну, всегда так было, да, принято, да. Ну, законодательством это утвердили. Руслан Захарович, давайте тогда поговорим с вами про акцию «Установи АДПИ». Вот, известно, что уже более 1000 семей в республике обеспечены дымовыми извещателями. Ну, акция была начата в 2021 году по инициативе руководителя Государственного комитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения республики Дмитрием Николаевичем Лепчиковым. Ну, наши работники тоже приняли активное участие. Нашим работникам установлено более 3000 этих извещателей. Хотелось бы отметить, данный извещатель, автономный дымовой пожарный извещатель, это на сегодняшний день это самое эффективное средство по предупреждению пожаров. Да. Ну, извещатель представляет из себя, ну, работает с батарейки типа корона. При задымлении она срабатывает, издает громкий звук, разбудит человека. Следовательно, человек может при начальном этапе пожара потушить пожар подручными средствами или эвакуироваться на безопасное место. Да, и кроме этого, согласно комплексного плана, принятого правительством Республики Саха-Якутия, мы с 2019 года устанавливаем автономные дымовые пожарные извещатели с ЖСМ-модулем. На сегодняшний день мы установили в 14 районах республики. Это где-то порядка 5000 семей получается. В этом году также планируем устанавливать 500 таких извещателей в Аймаконском и Момском районах. А каковы итоги прошедшего пожароопасного сезона 2022 года? Ну, пожароопасный сезон 2022 года, да, он был, конечно, сложным, да, но не сравнить 2021 годом. Согласно, ну, по принятым решениям, нам удалось избежать и удалось защитить наши населенные пункты. В общем, наши подразделения участвовали в тушении 30 лесных и ландшафтных пожаров. Хотел бы отметить, при поддержке главы республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева было закуплено в 2022 году 21 единица. Это малый лесной пожарный комплекс на базе автотехники УАЗ. Также созданы были у нас во всех подразделениях нештатные группировки по реагированию на тушение ландшафтных пожаров в количестве 285 человек. Все наши подразделения обеспечены снаряжением, оборудованием и амунированием. Может быть, помимо этого еще какие-то мероприятия проводятся для того, чтобы снизить пожароопасную обстановку в этом году? Ну, в этом году мы тоже готовимся к предстоящему пожароопасному сезону. Были строевые смотры, также у нас были обеспечения, осуществлено обеспечение необходимым оборудованием, амунированием нашей техники, также ГСМ. Руслан Захарович, вы сегодня вообще к нам пришли по очень радостному для вас поводу, потому что скоро, 30 апреля, вы будете отмечать свой профессиональный праздник. Вот какие мероприятия в связи с Днем пожарной охраны России планируются? Ну, мы ежегодно ждем этот праздник и празднуем, да, как полагается. Но на сегодняшний день у нас во всех подразделениях проводятся торжественные мероприятия, проводятся дни открытых дверей, проводятся также открытые уроки в школах. Также мы поздравляем своих ветеранов, своих работников, отличившихся.
Ну, я вас попрошу, наверное, в завершении нашей с вами беседы дать какие-то пожелания, возможно, наставления для наших зрителей, чтобы они не допускали пожароопасной обстановки не только у себя дома, но и в целом в республике. Ну, в первую очередь хочу поздравить своих коллег, ветеранов с Днем пожарной охраны России. Желаю всем крепкого здоровья, крепости сил, бодрости духа и, как говорится у нас, сухих рукавов. Населению нашей республики и гостям желаю, ну, чтобы они соблюдали меры и правила пожарной безопасности, устанавливали автономные домовые пожарные движители. И всех наступающим 1 мая. Благодарю вас, Руслан Захарович, за то, что нашли для нас время, стали гостем нашей студии. И, возможно, да, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Ну и позвольте вас поздравить с наступающим профессиональным праздником. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.